Так, всем привет. Не знаю, короче, как говорится, едь не едь, YouTube сам себя не снимает, в общем. Выехали. Правда, не снимал чуть-чуть, у меня там получается погрузка, а потом раз, и мы подъезжаем к кургану. Ну, так получилось, в общем. Такие дела. Короче, проехали уже 250. Выехали 23-го, получается, вечером. И вот сегодня 25-е утро. Едем в Якутск. Ну, обстановка на дороге вообще всю дорогу сухо. Вот такой сухой асфальт. Урал тоже. Но не я проходил, мой напарник проехал, Максим. А я уже, получается, перед Челябинском сел. Часа в 2 ночи, наверное. По Москве. И тут уже вот рассвет у нас. Катим, не знаю, до Кургана, может, 60-70 километров. Нас ждет Якутия. Темп нормальный, в принципе, идем без проблем. Все в порядке, значит, перед выездом небольшое приключение было. На погрузке уже мы вечером должны были уезжать, но не было винограда какого-то. Они хотели там виноград загрузить. И говорят, все, до завтра остаетесь. Мы где-то в обед, в час или в 2 дня, наверное, включили, говорит, включите РФ. Ну, и типа утром в 5, там, в 6 утра что-то приедет, загрузим вас. Ну, ничего, в 12 примерно. РФ, дынк, и внимание, там что-то загорелось. Ну, ошибка 48, в общем. Посмотрели, там что-то, ого, КамАЗик взял и вильнул в меня. Ну ничего, я не быстро еду, и народ пошире там дорога, в общем. Ну и в итоге порвался ремень у нас. Такой ремень, который самое сложное менять, его, чтобы поменять, надо компрессор отсоединить. Ну как, самому, наверное, возможно, там болтов немного, но там куча всяких трубочек отсоединяется туда-сюда, чтобы компрессор отсоединить. От него же они идут металлические, там медные. Потом, наверное, что-то там заправлять надо после того, как отсоединяешь, не знаю. Так, со стороны мы начали смотреть процесс этот в сервисе уже, ну, чтобы так иметь представление. И потом пришел главный механик, сказал, типа, не мешать мастеру. В общем, ну и получается, мы так начало увидели и конец увидели. Потом пришли, они нам все рассказали. Типа говорят, что могла быть причина, что РФ не запускали долго. Он стоял, а был в Москве снег, то оттепель, то не оттепель. И оно как бы протаивает там внутри. Где-то что-то натекает, а там типа кожуха такого нижнего. И ремень как бы он сверху вроде закрыт. Но туда могли капельки вниз в кожу как-то протечь. И ремень такой с ручейками вот этими. Ну, типа говорят, лед в эти ручейки попадает, и при пуске резкое движение какое-то, там надрывает ремень или что-то еще. Он или подтягивается, растягивается. Ну и в итоге потом вот он проработал у нас весь день. И получается, он так вот потом, когда вытаскивали, от него кусочки там летели, лохмотья какие-то. Ну, главное, что была тишина. Он как-то по-тихому развалился. Не визжало, не пищало, ничего. В общем, после долгого простоя дали рекомендацию, если снег, осадки, мороз, ну там с плюса на минус переходы, то перед пуском открыть дверцы и взять с другой стороны двигателя ремень, который на помпу, на генератор там. Он говорит, вручную он, в принципе, достаточно легко крутится, вы хотя бы сдвинете вот это все. Лед как бы он там разрушится, и потом типа такого не будет. Ну и все. Ну и также есть подозрение на то, что могли накосячить при ТО, потому что при ТО, оказывается, ну, есть проверка роликов вот этих натяжных всех, и он мог ослаблять ремень там. Ролики, когда проверял, мог что-нибудь там не закрутить, не знаю. Ну, короче, нам все сделали по гарантии. Не знаю, у нас, короче, сумма 0, мы потратили только время и все.
На рефе, когда у нас, кстати, порвался ремень 12 ночи, давай кипишевать, типа звонить всем. Сервис-то круглосуточный. Я там директора поднял этого сервиса. Он мне там телефоны всех посбрасывал. Уже, говорит, ждем. И потом я типа договорился к охране Фуд-Сити, подхожу, говорю, нам надо уехать на ремонт. Они говорят, мы ничего не знаем. Где вы стоите, типа, чей пандус, звоните ему, типа, если он скажет, мы выпустим. Им по барабану, короче, я говорю, давай пломбу повесим, сфотайте ее там туда-сюда. Вообще ни в какой, говорит, ты не уедешь, пока нам не позвонит какой-то там товарищ. Ну и, соответственно, ночью никому не дозвонишься. Короче, кипиш устроили. И охрана Фуд-Сити нам обломала весь наш кипиш. Все, потом сказали, все, ладно, тишина, приедем, как загрузимся. Ну и все. В принципе, продукция такая, она сама себя греет, получается, мороза не было сильного. Там весь день фура с открытыми стояла, там -2, -3 в Москве было. Дверями ничего там. Со складов привозят там апельсины, эти мандарины, яблоки, они сами как бы по себе тепленькие. И сами себя типа греют. Я даже когда двери закрытые были, да, у нас починили мы все, там все равно +1,5 было градуса. Ну то есть мороз так и ничего. И все, ему в 6 вечера все сделали. Всем спасибо, и скрылись на Якутск. Так что впереди должно быть интересно. Будем побольше снимать те края. Я еду, грубо говоря, не был там. В 2010 году я уехал оттуда. А до 2010 года там был. Вот и посмотрим. Ну, я так знаю, какие изменения там произошли, как бы. Когда я еще был, там асфальта нигде не было. Сейчас уже, наверное, на Якутск из 1150 километров, которые от Невера до Якутска, трасса Лена, уже, может, максимум километров 300-400 осталось в гравии. А когда я ездил, было все в гравийке. И только асфальт был, это с советских времен, такой, что лучше бы была гравийка. Ну, такие дела. Будем посмотрим. Альдагой уже срезали, который самый такой коварный перевал тоже был. Это еще в Амурской области. Уже после Тынды. А, до Тынды. Между Соловьевском и Тындой. Да. Что-то я уже... Там были такие тещины языки, но которые узенькие сами по себе. Там некоторые машины даже не попадали в радиус. Так что катим. Вот уже курган. Сейчас, наверное, как типа сбоку будет, не знаю. А, светофор. Тут помимо кургана еще светофор. Ну, Макс бы видел, как я